Это основной вопрос, с которым мы столкнемся и сталкиваемся сегодня и в последующем. Кино сейчас лазикола, генеральный план гибугинекола, адамаз раткал гитлезикола, участвовал гитлезикола, планал гитлезикола, раткал ги халдизикола, сельхоз раткал ги аренда гитлезикола, сельхоз раткал шехатлолечил аренда главы. Почему не даете сельхозземли в аренду? У вас же есть законное право без торгов выдать на 5 лет сельхозземли в аренду. Ну, желательно 10 тысяч дай, 20 тысяч дай, 30 тысяч дай, на что-то не хватает, на проект не хватает, на смету не хватает, там 5 тысяч рублей, на что-то не хватает. Вот же ваши деньги. Уже заработать 50 тысяч гектаров сельхозземель в районе которой. Отдайте по 1000 рублей гектар. Кто вам мешает? Или желающих нету? Сколько хочешь желающие. Просто вы не хотите, вы боитесь, что если вы землю отдадите, вам ничего не достанется. Сегодня, раз земель мы затронули уточнение правообладателей на земельные участки. Ничего сложного же там нету. Участок, у кого ранее поставлены зеленки. Закон не адам нахибугу родину защищать. Армия и неги. В свое время нетер умул табу зонлуган армия де нилтани американский гизонлугана. Анжибугу пока сосон. Сосон армия видон практически доегишон в кванит анталде нахосунаден период. Эбилет кванит анкочунтелалде уже нахосунаден zaman. Ну жаквалы жане армиалде рити чугон. Чайги тон хамуши, например, нухалги хамуши качай, школаги хамуши бай. А для чего мы это делаем? Сунду я уже не сам. Хамуши больше, чем почти 2000 населения выгрузился. Киго чувачунугу, ватунугу армиял видели. 2 человека. И один еще из них семейный тоже оказался. Табучи. Ахалчи один человек, Батлайч, нормально 5 человек отправили. Гацалох 0. Гацалох, он Цуахалю, короче, и тоже больной оказался. Гацатель, вызываемые были Сиадат, всего было 56 человек, не явились 50, 6 явились, 1 досав, 1 больной, 4 человека, возможно, пойдут в армию. Весело, да, меньше 10%, чай, 90% людей не явились в военкомат. О чем можно говорить? Вот у нас глава, ждет нух пак из Кораму, ждет хин каджа из Кораму, ждет ток холиведжу, ждет газ холиведжу, ждет газ. А для чего мы это делаем? Для чего? Раджуна кино, а почему там это не делается, почему школу не ремонтируют, почему садик не ремонтируют, для кого? Ведь если Украина за жаругни жанр, бульба беругни жанр. Этого вы хотите, что ли? Это что такое? Элементарно, колошугу поселение, сельсовет, тапогоросу вывогался, кихуанский чармелды, армиалды на 1 год ридис важролар джай. Мочок. 2 человека явились, а что с ними сделали? Так, 1 больной, 1 водитель. Мушули. 8 человек пригласили, 8 человек не пришли. Это что такое, Ахмад? Это сколько это будет продолжаться? Только 33 человека подпадают, 32 человека не явились. А 1 что сделал? 33 не явились. Узларосу 3 человека включили команду, Харикуло 3 человека включили, Хунзах 4 человека включили, Шутуда 1 включили, Киндах 1, Лайлух 1,
Анусей 2, Сиок 2, Лобода 6, Гацатрь 4, Буцра 1, Батлай 4 и Ахалчи 1. А что, другим сельсоветам это не нужно армию отправлять? Я не говорю, там была бы мобилизация, сейчас другое дело. А в чем проблема? Почему вы не хотите работать с этими людьми? Сейчас мы по-другому будем работать. Наверное, мне кажется, что нужно поменять всех работников ВУСа. Военно-учетный стол нужно поменять. Всех. Да, до единого. Почему? Потому что каждый из вас знает, кто где находится. Нужно тала живючи киугали, живючи телефон гитала, адрес гитала, местонахождение гитала. Когда начинается осенний призыв, когда начался? Я вам сказал, когда закончился весенний призыв, я сказал, начинайте осенний призыв. Элементарный вопрос, действительно давно, дайте по 5 человек, или там сколько у нас есть людей, которых можно отправлять в армию, остальными занимайтесь после этой отправки. Что такое 50 или 60 человек, где 650 человек можно отправлять? Из них 10% людей подобрать и отправлять в армию. Это что такое? Каждого 10-го отправить в армию. Холошугу сельбас не бугу, по 3 человека дайте. По 3 человека, которых можно отправить, не инвалидов, которые сюда пришли в больницу ложатся, а тех людей подготовьте и отправьте в армию по 3 человека каждое село. А в чем проблема этих людей отправлять? Когда говорят, что мы не знаем, знают все. Диц нужда быть что-нибудь, цонухат матхалю диц нужда. Закончился весенний призыв. Делайте список на осенний призыв. Ну, скучи ножурватани от 18 до 27 лет, анскучи для воздолцам, которые потенциально ни больные, ни хромые, ни женатые, ни студенты, ни опекуны. Анскучи поставьте из этих людей. И с этими 10 человеками работайте. Зачем вы, зная, что этот инвалид, сюда вы отправляете его? Для чего? Зная, что у этого 2 детей, для чего вы их сюда отправляете? Зная, что у него туберкулез, для чего вы их сюда отправляете? Нам что, больше делать нечего, кроме как этих людей лечить или куда-то отправлять. Вы же прекрасно знаете, что эти люди негодные к службе. Буцра 2 отправили больных, Гацалух 1 отправили больных, Гацатль 1 отправили больного, Абуда 2 отправили больных, Города 1 отправили больного, Узлароза 2 отправили больных, Хунзах 2 отправили больных. Для чего? Шамиль Саадулаевич, здесь нуждам, вот этот список вызываемых всего. Должен быть список, здесь не должно быть ни студентов, здесь не должно быть инвалидов, здесь не должно быть семейных, у кого 2 детей. Здесь должны быть те люди, Шамиль Саадулаевич, которые подпадают под призыв. Которые, да, из них может быть там 10% больных, но 90% они должны быть под призыв, который подпадает. Ну, вот это реальный список, который сейчас сделали. Подождите, вам 1 августа до 15 августа вам были вручены повестки, которые положены получить повестки. И вам сказали, вручить в первую очередь повестки тем людям, которые должны отправить армию. Врученные повестки, которые вы вручили повестки, которые подписали повестки, которые пришли ребята, многие ребята пришли с звонком милиции тоже. Единственные пришли, это Буцра, 5 повесток врученных, неявка, которые не явились сейчас, они будут сейчас в милиции заниматься, которые вручили повестки, не явились на комиссию. И там 2-3 повестки, которые вручили, пришли. А остальные повестки врученные пришли только инвалиды и больные. Это реально. То, что говорит. Вот этот список, который сейчас здесь было 800 списков, 800 было здесь, сейчас еще 49 списков. Эти дела проверили полностью военкоматом. Все справки, учеба, которые поступающие сюда остались, всех сняли. Больницы тоже всех сняли. Которые, может быть, остались там внутри больниц, которые, может, там 10, 15, 20, может быть, здесь остались. Это реальный список, который подлежащий призыву, который не учится, которые закончили, имеющие образование, имеющие специальность. Есть у нас тоже около 15 человек, которые обучаются в институтах Махачкале, которые у нас начальный призывной отдел занимается уже 2-й день в Махачкалинском институтах, которые не имеют отсрочку от призыва. Они учатся, но они не имеют отсрочку, они имеют 2-е образование. Им тоже будут вручены повестки.
Но это вопрос другого, просто-напросто. Это одно и то же, когда же вы читаете закон о военном службе, что штрафные санкции с 1 октября увеличены для призывников и для руководителей, и для вас тоже. Вам было сказано, тоже совещание, представьте, пожалуйста, дайте справки на каждого призывника, который вы не можете вручить повестку, где находится, что находится, дайте справку, вы не вручили, не дали это. Вам дано по закону 5 рабочих дней. Уже сегодня этот вопрос стоит. Все, давайте мы так сделаем. Здесь все главы практически, одного-двоих нет, и все работники ВУЗа. Сегодня приходите домой все, даете справку. К примеру, Гацатель дает справку на 50 человек. 50 справок. Пофамильно 55 человек, 55 человек. Магомеду вручили повестку, он явился в военкомат, оказался больной или хромой. Магомеду Гаджи Гусейнович. Не можем найти. Справку одну написали, подписали снизу ВУЗ, глава и печать. По одной справке на каждую фамилию. По одной справке на каждую фамилию. Внизу подпись работника ВУЗ и главы подпись печатью. Нет, бихинчи тлюникани армиалды Николаджи. Адан тлюникани, Эзанджи бихул армиалда. Тазигил тала, ничего страшного нету. Анцкому ценю армиалда, анцлекему армиалда. Что станешь молодым человеком? Они параллельно жаларды доре журавлялды, асфальталды, машина вырачивал, нечего. Бессовестный. Или воспитание было локаба забыли. Тузат речи зарн машина бе, гурун, ани ругалина бе, тузат чуалел. Армиал дегон дурат тудамник, адамовскими хинкун. А почему Цоник Рослан на добровольный батальон носится в долларе? Кино группа гаргалел, как вас багунарля доре араме халтинги, каназе халла кем багунарля, 저기 더 жалгиричим гаргалел, 원래 그래 하부노 дагестанский батальон. Одна ходит Дагестан, начиная поваров и заканчивая командованием, все дагестанцы там будут. Нет, не хотят пойти. Зачем им нужно служить в армии? 200 тысяч арабских тлолюбов, 125 тысяч дуре арабских тлолюбов, редни портал тлолюбов, канадский пенги тлолюбов. Что еще надо? Киногу гаргаз тлигалугун, абугаран, абабилан, добугаран, абулар тлицаниги. И добровольцалги Кола. Осталось 5 дней Шабгучи. Со всеми условиями. Никаких проблем нету. Абсолютно никаких проблем. 우리 자찬한테 노력이 아니라 그래도 조금 내тер고 자다 자다 내тер고 아담은 자다니 콜 служить дарзе. Дагестанский батальон так и называется Дагестанский батальон Каспий. Товарищи, нужно хоть кому-то киназов информация. Следующий вопрос. Вадим конец года. Начиная с ноября месяца, Байбикола налоговая коррекция. Начнем ждать до ноября. Живи часто, ценохать британский бугана, он Шамил Калдигон, глава воздамаслимугана уведомление указе. Глава воздамаслимугана Шив Хабизиколе Барац минус 1 джон бугине. Кин Хабизиколе Шив Хабизиколе Жака живи часто Барац шуталс бакунаремахар киногослон цинги жаловаться арезе. Что нужно сделать, как нужно сделать? Земельный имущественный налог минус 190%, земельный налог минус 204%. Элементарный вопрос, который мы не дорабатываем. Все можно погасить, хотя бы тот минус, который сейчас есть. А хадуб уже, хадуб налоговал кинтлелели, хебги матлон, живи сейчас он налоговал кинтлезерогине. Росун же адамас хоходжон, багарези багарон, живи сейчас у богини кола запасал араслон, налоговал кинтлезерогине. До конца года. Нужно бихана говорит Меликвас выступление. До конца декабря налоговал кинтлезер чиновник, цоники халдовгине жилам. Это реальный вопрос, реальная ситуация. Не только эти налоги. Живи часто хадубугу, транспортный налог. Крайний срок до конца ноября. Все эти налоги должны быть погашены. Это 100% деньги, которые придут к нам.
Я буду не вопрос по избирательным комиссиям. Помещение избирательной комиссии. Жиндир сельсевет дал цебугин, помещение сельсевет дал жанр, комиссия угин, помещение рох язык кола, красота язык кола, надо приводить в порядок. Надо приводить в порядок, а задали ваджиналде, надо определить, что где приводить хавиз бажарулары батанани, бак язык кола школы, садик алды, бегали багалды. Но бугини кола аккуратно хороший тигал условия. Бацадан. Багбугини кола красит кевра хабакалдешин выбрал ролюгин адама цабулары халта. Сильбуге бишун коже положение избирательной комиссии. Избирательная комиссия анцелянтка участок кого он косметический ремонт фасад и внутренняя побелка турак алдажоги бахине постановление хадурму главасу ножет доводит хезужиб участок ножет кому срок ал 20 ноября алда хатис рахтлезезе сенге жибжи хабурича суратки искол. Основной вопрос, который необходимо, чтобы вы знали, я не хочу, это не буду говорить, долго не буду, не хочу тоже. Очень много идут вопросы от мобилизованных людей, которые мобилизованы там. Вы уже лучше знаете, чем мы, там родители там все объясняют. Сразу отправят в военкоматы, в любое время суд, вопрос нет. У нас жестко стоит контроль на этих людей, оплаты денег, там какие-то вопросы, которые нет причины, там, или ранения, там идут за сутками должны докладывать вышестоящий штаб, сразу решить вопрос любого человека. Это первый вопрос. Второй вопрос, который проходит срочную службу, вам будут тогда сказано, просто-напросто я понимаю, что у вас в селе срочную службу проходит, там весной ушли, в октябре ушли прошлого года. Это кое-кто ребята подписали контракт. Ну, услышали вы, подписали контракт, там его сын, там подписал контракт. У нас каждый день должен выяснять эти вопросы. Эти дети должны получать деньги от правительства Республики Дагестан 100 тысяч. Эти деньги должны вычислять деньги. Человек подписал контракт, разница нет, он контракт срочной службы или контракт, он шел в другое место. Это раз, это должно все остальное полностью. Эти люди должны получить, мы должны списки сдать, мы должны выяснять, вплоть до выписки приказа и выплачивать деньги через Республику Дагестан 100 тысяч рублей. Пожалуйста, вопрос у нас, я не буду сейчас говорить, кто подписал контракт, кто там идет, это уже каждое свое время. Но есть у нас такая, потому что люди жалуются, мой сын подписал контракт, а почему не делают все это? Но это работа, видите, все равно знает, это работает лучше, чем там, чего услышат. И третий вопрос, мы проводили День призывника, каждый призывник, который будет уходить с вашего селения, это указание, уже жестко стоит, указание стоит, уже первую отправку мы не проводили, вторую отправку это пошла работа, они проводили в школе отправку провода призывника. Там в школе или там как в любом месте, там чаепитие, пожелания, и вы обязаны провести это мероприятие и представить видеоматериал или фотографии администрации района и военный комиссариат. Жестко стоит вопрос провода призывников. Чтобы другие поняли, чтобы тот призывник понял, что его проводил там сельчане, приглашает директора школ, уважаемые люди селения приглашает, эти вопросы тоже проводите. До вас будет доведено, какое число, кто бывает армию, будет признан армию. Ну, последний вопрос, который штрафные санкции, у нас каждый день эти вопросы возникают уже. На каком основании штрафные санкции не возложены на руководителей организации и на вас, и на ваших подчиненных? Если у вас много денег, от 40 до 50 тысяч рублей, спокойно могу составить протокол, вот сидящий за всех, здесь сидит, протокол составить и отправить на штрафные на каждого работника. До 1 ноября вам было указано представить именные списки 2007 года рождения составляющих учете. Не тяни, пожалуйста, потому что сейчас электронный документ идет, мы должны ежедневно докладывать Махачкалу насчет электронного документа, насчет сколько представил именные списки школ и администрации. И вы ждете до 1 ноября, она не за горами. Принципе, список, потому что не должны докладывать Махачкалу этот вопрос. И с этой недели
идет проверка Генерального штаба Республики Дагестан и военкомата Республики и военкомиссариату. Из-за этого у нас не успевается, но до 1 именный список должно быть. И последний. Очень много призывников выходят из кредиты, они будут оштрафованы и будут переданы сейчас именные списки милиции, совместный план прокуратуры РОВД, именные списки республиканского уровня. Просто электронный документ он не прошла, но это не означает, что это закон не действует, а закон действует она. Лучше можно провести призывы, спокойно выполнить, более 50 человек отправить в армию, спокойно выполнить. Если глава села и военно-учетный специалист, секретарь администрации, который получает ход, какая сумма денег, можно спокойно отправить 1-2 человека. Одни и те же люди, сельская администрация, это Рукачи, Хамишта, Хамуши, Рукачи, то же самое селение, нижнее селение, Учло, Тлайлух, Харахи, у которых вот 1-2 человека, которые не отправляют в армию вообще. И Буцра. Вы не думаете, что вот 1-2 человека вы должны отправить. У нас жесткие отправки идут сейчас вот здесь. У нас в ноябре идет жесткие отправки каждый день. У нас в ноябре команда не создана. До конца команда не создана. В декабре тоже идут жесткие отправки команд. Давайте этот вопрос спокойно решить, потому что у нас Каспий тоже вопрос стоит, и контракт вопрос стоит тоже. Но этот вопрос можно спокойно делать. Но сколько можно терпеть Рукачи, который ни один в армии не идет? И последний вопрос. У всех руководителей, которые у вас есть, и ваши, и которые ваши, все остальные тоже. Представьте списки призывников, которые у вас есть там. Почему армии не идут те руководители, которые работают в ваших администрациях там, или там в школах, или в ФАПах, и руководитель где-то живет там, в Махачкале работает, у него сын армии не идет. То есть мы должны представить список на имя главы Республики Дагестан. И по налогам у нас в понедельник было совещание, координационное совещание, куда были приглашены прокуратура, Следственный комитет, РОВД, пожарные службы. Все протокол координационного совещания мы до вас тоже доведем. Туда были приглашены и налоговики. По объяснению налоговиков, это минусовые суммы у вас никуда не ушли, они на невыясненном, как невыясненном, например, Сиадат или там Алхат положил на свой счет деньги, за ним налог не числится, пока он не предоставит. Если за ним налог не будет, эта сумма уходит в сельскую администрацию на минус, и она висит у тебя. Ты в личный кабинет можешь заходить и вернуть свои деньги обратно, но не главный вопрос возврата денег, но эти деньги заново должны мы оплатить на эти же счета заново. Как это мы сделаем? Вот вопрос. Вторник мы налоговой инспекции решим этот вопрос. Возврат ваших средств, там проблем нету. Эти средства, которые ушли, минус там, 5 миллионов и по имуществу 3 миллиона, эти деньги у нас как бы и в переплате они висят. Вечером. Этот вопрос решать один. Эти деньги у тебя на личном счету они. И возвратить и заново оплатить надо будет эти же деньги. Потому что хотя бы, чтобы мы с минуса ушли, район и сельская администрация ушли с минуса.